Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами Карина, таролог и практик. Сегодня мы погадаем на очень интересную такую тему, вообще потрясающую: выгорание, профессиональное выгорание. Вот многим на работе становится скучно, плохо, неприятно, гадко. Не хочется этим заниматься больше, не хочется это делать. Вот вы выгорели. Это называется выгоранием. И вот у нас с вами есть такая интересная колода Таро заповедного леса. И на этой колоде мы погадаем на вот эту тему, да, как избавиться, как проработать, может быть, вот это профессиональное выгорание, что делать, как быть. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, значит, что мы будем делать? Да, вот мы ответим аж на 8 вопросов расклада, и первая карта покажет ваш идеал, главную цель в работе. Ну, то есть, чего вы вообще, вот как в идеале, да, хотите добиться в этой работе. Это очень интересная колода. Она интересна тем, что у нее тоже 2 стороны. Черно-белая и цветная. И, конечно, черно-белая часто выбирается как рубашка, а цветная как сама карта. Вот. Можно вообще карты перемешать, допустим, и той, и другой стороной. Такой вариант гадания и использовать, допустим, как теневую сторону карты, да, и ее светлую сторону, это все понятно. Но вам будет видно, да, в любом случае на позиции будет видно, какая это карта. То есть, ну, вот так повелось. И наоборот, можно раз и в какой-то момент использовать черно-белый вариант, что вот такой интересный, да, что так вот гадать на черно-белых картах. Ну, вот такая многогранная колода. Итак, первая карта покажет ваш идеал, главную цель в работе. И вы будете видеть эту карту в любом случае, будете видеть ее. Поэтому мы ее сразу перевернем и будем уже выбирать, да, а потом описывать. Вот вы просто посмотрите на карту, все равно это такая колода, вот Таро заповедного леса, она такая не очень понятная сразу, да, она не как у Райдера Уэйта. Все равно вы будете ориентироваться на то, что вы видите на изображении. Итак, значит, выкладываю 3 карты, 3 позиции, да. 3 карты, 3 позиции. Ой, и все 3 старшие арканы. Смотрите, как интересно вышло. Все 3 старшие арканы на позиции пошли. Главная цель – ваш идеал в работе. А вот, кстати, действительно, старшие арканы, они же показывают что-то главное, что-то важное, какую-то суть, да. Что-то, что действительно меняет жизнь человека. Так, ну вот так ключики мы разложим, просто распределим, да, вот какой ключик, может быть, вам больше нравится, тоже вариант такой, или по номеру позиции, как вы будете ориентироваться, как вам больше нравится, да. Итак, смотрите, 1, 2, 3, вы сначала выбираете по изображению, а потом уже я буду, естественно, рассказывать, да, что там в позиции такое. И надеюсь, что все выбрали, у кого профессиональное выгорание, да, кому надоела работа. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. Мы начинаем с 1 позиции, остальные я пока убираю в сторону. Так, ваш идеал, главная цель в работе, это у нас 1 карта, тут такой 1 ключ. Вот, и вы видите эту карту, это шут. Ваш идеал, ваша цель в работе, да, это ее разнообразие, это вот чтобы был творческий такой полет мысли, чтобы вам было интересно. Вот понимаете, есть такие люди, вот, которые не могут работать на какой-то работе, вот, которая могла бы быть слишком монотонной, слишком безрадостной, слишком, может быть, сухой, да, и вы человек творческий, с творческим подходом в жизни, и, соответственно, получается, вам выпал шут именно из-за того, что у вас в работе должна быть все время смена обстановки, у вас в работе должно быть что-то творческое, яркое, интересное, чтобы вы могли самовыражаться. Самовыражение для вас очень-очень важно. Вы хотите, чтобы было много разных чувств, эмоций. Вы хотите иногда действовать импульсивно.
иногда действовать по наитию, интуитивно, всячески, но только не сухо, только не одной логикой. Для вас вот просто логика, просто здравый смысл в работе — это ни о чем, просто ни о чем. Я вам честно говорю, что это не выход. И если у вас будет какая-то другая работа, или она у вас уже есть, вот вы сейчас чувствуете на ней профессиональное выгорание, знайте, что вам просто этого не хватает. Ну вот сразу же по шуту видно, что вам просто этого не хватает. Вот каких-то чувств, множество чувств, эмоций. Добавляйте креатива, конечно. Даже если вы работаете, ну не знаю, там, школьным учителем, добавьте что-то яркое, интересное для детей. Если вы продавец, сделайте красивую выкладку товаров и повеселите чем-то покупателей. Понимаете? Хорошо. Давайте посмотрим, что вы стремитесь получить на работе. Что вы стремитесь получить на работе. А тут прям король мечей. Ну, конечно, в будущем вы хотели бы получить что? Власть, контроль над ситуацией, высокое руководящее кресло. Конечно. Но это любой человек стремится, мне кажется, в работе ему не только хочется творчества и всего. Нет, хочется и какого-то высшего звена, руководящего. Как? Ну, хочется карьерного роста. Вы хотите получить карьерный рост. И вы знаете, вот я тоже работала на такой довольно интересной работе когда-то давно. Она мне была интересна. Но если не будет карьерного роста, ты однажды скажешь, что тебе это надоело. Я хочу найти себе вообще другую организацию, где мне скажут, что я могу подниматься вверх. Также король мечей показывает умение убеждать, ум. Вы хотите умственно на этой работе развиваться. И, может быть, чтобы вас какой-то вот человек в работе, которого вы уважаете, принял в свой круг по уму, да, по вашим способностям. Так, что вы хотите дать другим на этой работе? Тут у нас, значит, 5 жезлов. Вы хотите, чтобы другие люди, вот под влиянием вас, да, научились бороться в жизни, отстаивать себя, быть способными к чему-то, способными. То есть вы хотите научить людей действовать. Вы хотите научить людей, чтобы они имели свое мнение, чтобы они имели свои идеи какие-то, да, и отстаивали свои убеждения, свои идеи, свои мысли, может быть. Вы бы хотели дать другим вот много такой марсовой энергии, да, то есть чтобы человек имел волю к победе, и чтобы вы вместе, может быть, до этой победы дошли. И еще момент. Что вы хотите дать другим? Чтобы они становились с каждым днем лучше. Вот лучше, чтобы эти люди, те, которые, ну не знаю, там, то ли ваши клиенты, то ли ваши там сотрудники по работе, то ли кто получает там продукты, которые вы, чтобы они чувствовали прилив сил вот прям в жизни. Желание отставить себя и быть лучше. Вот понимаете, вот так. Как работа влияет на вас в текущий момент? Мы здесь видим 3 жезлов. Вы смотрите куда-то вдаль. К сожалению, вы начали либо изучать возможности новые, там, новые идеи какие-то, да, либо смотрите вдаль с целью поменять работу. Понимаете, в чем дело? Человек как будто бы, ну вот если он профессионально выгорает, да, не чувствует больше любви, вот где-то, где он находится. Он даже сам себе удивляется, почему так произошло, да. То есть вы и удивление чувствуете сейчас. Но с другой стороны, вы бы очень хотели чувствовать восторг от жизни, новые впечатления. И вот если в этой работе этого не будет новых целей, да, то вы будете смотреть в сторону другой работы. Понимаете? Я не говорю, что у вас есть гарантия, что вы пойдете на другую работу и там не выгорите.
Но сейчас, вот что вам влияет на вас, как в текущий момент работа, желание уйти, желание либо сменить обстановку, то есть поставить новую цель в работе, да, либо уйти и найти где-то, где вот мне лучше и все. Или даже уехать куда-то. Как можно смягчить это влияние? 7 жезлов. Но здесь очень много ящериц, символа огня. Нужно научиться... Вот вы других учите борьбе, да? А вам нужно научиться борьбе и побеждать. Понимаете, в каждой работе есть то, что можно победить. В каждой работе есть чего достигать, даже если это самая простая работа. И вот как вам сейчас преодолеть вот это желание, что ли, уйти, да? Нужно, первое, вернуться, может быть, на какие-то исходные позиции, вот мысленно. Снова почувствовать то, что было незабываемым в этой работе, то, что вас раньше впечатляло. Защититься всячески, вот поставить себе защиту, да, от каких-то плохих мыслей. Почему? Потому что мы подвержены бываем собственному негативу. И если вдруг на вас давят на работе, да, опять же, нужно привести все аргументы, чтобы защитить себя. Но я вот так четко вижу вот на этой карте, да, что то, чему вы учите других, вы должны сами познать. Вот это самая главная мысль здесь, самая главная. Хорошо. Уровень дискомфорта сейчас на работе. 4 мечей. Уровень очень высокий дискомфорта. Вот вплоть до того, что сейчас чувствуете себя замороженным, да, а хочется сбежать. Вот действительно вы, правильно, вы смотрите куда-то, что уйти. Тут все зависит от вашей цели, да, хотите ли вы сохранить эту работу и избавиться от выгорания, или все-таки правда уйти. У вас очень-очень высокий уровень дискомфорта. Вы чувствуете себя замороженной статуей, которую беспалевно могут обкакать голуби, понимаете? То есть вот до такого, что вы чуть ли не холодный камень в этой работе. У вас застой. Застой. Конечно, это сложно. Хочется впечатлений, хочется радости, хочется кого-то чему-то научить, самому научиться, да, креатива какого-то, нового пути, карьерного роста. А тут такой застой. Так, научитесь бороться, научитесь защищаться, научитесь снабжать энергией то, что у вас есть. Давайте посмотрим ваш рецепт от выгорания. Что поможет улучшить состояние? Ну, тут у нас, значит, вышла королева пентаклей. Видите, как интересно. Королева пентаклей. И эта карта, конечно же, показывает, возможно, какая-то женщина есть, которая может вам помочь. Какая-то женщина, которая поговорит с вами вот так, по душам. Вот расскажите о своем профессиональном выгорании кому-то из сотрудников, начальнику или близкому человеку женского пола. Может быть, земной энергии. Она сможет вам помочь, вот прям морально поддержать, что-то сказать, какие-то нужные слова. Дальше, значит, что поможет улучшить состояние? Какая-то стабилизация. Вот стабильно делаем что-то, одинаковые действия каждый день, успокаиваемся и понимаем, вот есть ли у нас прибыль. Если вот какой-то денежки нет, прибыли нет, ничего нет, то начинаем осматриваться действительно, а где мы можем, правда, вот лучше зарабатывать. Если нигде лучше зарабатывать мы не можем, мы опять возвращаемся к тому, чтобы научиться бороться на том месте, где вы есть, и проявить терпение, да, научиться достигать вершины в таких вот, пусть даже тяжелых условиях, добавлять вот этого креатива, добавлять эмоций для себя. И давайте еще посмотрим источник дискомфорта. А что вызвало дискомфорт, да? Тут тоже это важно. Башня. Может быть, скандал какой-то был, может быть, слом мнения о ком-то или о самой работе, да, то есть вы раньше о ней воображали,
не то, чем она является на самом деле. Вот опять же смысл к уходу, да? Ну, почему бы и нет? Смысл к уходу. И повод для того, чтобы уйти, есть тут. И вы знаете, человек не может всю жизнь терпеть. То есть, если это не его работа, реально не его, то он все равно будет выгорать, потому что он понимает, что это не мое место в жизни, я должен занять где-то свое место. И жизнь его толкает выгоранием к тому, чтобы он сменил обстановку, вы уже смотрите за горизонт. Но если вы четко знаете, вот не могу сейчас эту работу поменять, первое, да, обращаемся к женщине. Второе, выходим из состояния застоя с помощью каких-то креативных, интересных идей. Начинаем себя учить бороться, защищаться, начинаем себя учить активности, дисциплине некоторой, распорядку дня, который мы выполняем. И у вас, в принципе, все может еще восстановиться. Ну, вот такая интересная у нас первая позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Вот так интересно у вас, да, такой ключ. И императрица. Императрица, ваши идеалы и цели в работе. Ну, конечно, обеспечить свою семью. Уровень благосостояния поднять. И подняться, возможно, по карьерной лестнице, но это для вас даже не самое главное. Самое главное в вашей работе – деньги. Забота о своих окружающих, любимых людях и о себе любимом или любимой. Вот, покупка дорогих, хороших вещей. Ради этого вы готовы работать были изначально, да, потому что сейчас у вас выгорание, вы устали, вы что-то там, у вас притупили все чувства к вашей работе, идете вы на работу без удовольствия, мы об этом здесь в раскладе говорим, да. И вот вам нужен рецепт от выгорания на самом деле. Но ваш идеал и главная цель в работе, да, уважение со стороны общества, деньги, и чтобы обеспечить свою семью. Вам даже не важно, может быть, какая бы это работа, да, а важно, а еще спокойствие, чтобы было, да, и чтобы уважение, спокойствие, но важно, по сути, деньги больше всего, да, благосостояние, конечно. Так, хорошо, что вы стремитесь получить? Сила. Ну, конечно, силу в жизни, да. Сила, она есть сила. Что вы стремитесь получить? Умение держаться в жизни. То есть, допустим, вот вы получаете там положение в обществе, в работе, там, да, в этом коллективе, деньги. И, естественно, это добавляет вам силы, мощи, энергии в жизни, стимул к тому, чтобы жить дальше. Вот что вы хотите и стремитесь получить. Справиться с собой, со своими внутренними демонами, обрести независимость. Если какой-то человек пытается вас подмять, вы хотите с помощью работы, с помощью денег, заработанных на работе, освободиться от влияния, да, негативного влияния этого человека, конечно. Для вас это важно, освободиться от негативного влияния. Но самое главное, да, это что вы хотите получить? Силу, энергию, мощь, да, независимость, конечно. Так, что вы хотите дать другим? 4 жезлов, ну прям цветущее такое дерево, да, куст. Вы хотите другим дать большую радость, весну, расцвет жизни, стабильность в жизни, радость, семейное счастье, гармонию. Вы вообще человек очень, на самом деле, положительный, добрый. И вы хотите как самостоятельно, да, на работе получить изобилие, так и дать изобилие другим, изобильную энергию другим. Ну и главное – это спокойствие, стабильность, уравновешенность, чтобы их семьи были счастливы, чтобы у них был хороший, там, не знаю, дом. Ну, смотри, чем вы занимаетесь. Ну, вы хотите только добра и процветания для всех, кто вас окружает. Чтобы все было по порядку. Вот в 4 жезлов, помните, да, всегда есть порядок, все, чтобы было стабильно, по порядку. Для вас это важно. Как работа влияет на вас в текущий момент? Тут у нас Паж Пентаклей. Мы здесь все-таки видим, вот окружили его какие-то колючки, да, прям вот колючки, видите? Тянутся к нему шипы вот эти. Он стоит за пентакль, держится, у него в руках письмо.
Вот. Ну, тут пентакль, а тут раз, видите, как письмо такое, да? И новость какая-то идет, да, вроде как на работе перемена, предлагают что-то или меняют что-то, как реорганизация, может быть. Но самое главное, что вы ощущаете себя среди колючек. Вот как на вас влияет в данный момент работа? Развитие вроде как есть, но как-то колючек к вам относится коллектив. Колются все вокруг, как сказать, шипы выпустили на вас. Вы себя ощущаете в несколько агрессивной среде. Плюс какие-то новости, да, идут известия, извещения, может быть. Поэтому я вам так скажу, что дискомфорт есть в работе сейчас. Поэтому у вас и пошло профессиональное выгорание, потому что вы чувствуете эту колючесть, вот эту какую-то, да? Так, давайте посмотрим, как можно смягчить это влияние. А у вас колючки не кончаются прям. 5 пентаклей. Видите, тут опять змея, но она по колючкам ползет, да? Змея по колючкам ползет. Как можно смягчить влияние? Вот я вижу змею, значит, у вас есть в коллективе недоброжелатель или в работе где-то клиент недоброжелатель, просто конкурент. Или сотрудник, там, начальник. Кто-то делает вам что-то плохое, вот ровно что. Настраивает других против вас или как. И вот эти колючки, пусть сама змея, пусть по колючкам и поползет. Понимаете, вот может быть устроить вашему врагу, недоброжелателю, такую же среду, обстановку, как у вас. Вам покажется, вот месть, это плохо, все. Но вам нужно просто, чтобы человек почувствовал, вот, что он делает другим, да, то же самое. Как же он научится, Как же человек научится не вредить кому-то, если он не понимает, как это другому вот бы больно? Ну вот представьте, что один жжет другого огнем, как вот на свече горящей или там на спичке, но сам ни разу в жизни не обжегся, он не будет же понимать, что тому больно, тот орет стоит, а он не понимает, что это на самом деле очень больно, да, что ожог будет, не понимает. Почему? Потому что ни разу сам не ожегся. Его бы надо ожечь этой же спичкой, чтобы он понял. Вот как-то вот по заслугам тут идет. Так, уровень вашего дискомфорта. Так ли он велик, как мы это можем представить? Рыцарь кубков. Эмоций много вызывает. Как вот слезливость, плаксивость такая. Но и вдохновение от этого может появляться. То есть дополнительные идеи для заработка и для смены обстановки. Вообще креативные, яркие идеи могут быть. Но да, действительно, уровень дискомфорта эмоциональный, высок. Источник дискомфорта, 6 кубков. Кто-то из прошлого вас ожидает у ворот, а это значит, что вот источник дискомфорта кроется в прошлом. Какой-то человек на работе может или связанный с работой вот просто брать и бередить ваши психологические травмы и раны из прошлого. А может быть, это и сам человек из прошлого влияет просто на вашу работу, а вы даже не помните его. Или, знаете, бывает, от одноклассники вырастают, становятся совершенно другими людьми, а ты и не помнишь, что вы в классе учились или в садик ходили, а он тебе мстит теперь. Вот, типа, тогда-то ему как был поперек горла. Понимаете? Рецепт от выгорания. Что поможет улучшить ваше состояние? 7 кубков. Ой, 7. Туз кубков. Извиняюсь, неправильно увидела. Туз кубков. А здесь у нас такой вот, как сказать, прям красота такая, любовь, да, вот сразу же карта источает прелести всей жизни. И вот что поможет от выгорания, да, какие-то новые идеи, состояние, когда ты хочешь обнять весь мир, вот вам нужно прям иначе посмотреть на вашу работу, любить ее, что ли, полюбить ее снова, да, вспомнить, вот как вы раньше любили то, что вы делаете. Или, знаете, если вдруг, никак не получается полюбить, может быть, найти туз все-таки, да, новое место с такой же там оплатой, с такими уже хорошими условиями, пусть на это уйдет время,
Но для вас пусть это будет новая обстановка, но чтобы вы любили. Я знаю, что да, важнее всего деньги, обеспечить семью и все, или там себя, но здесь четко вам работа должна быть по сердцу. То, что вы делаете по сердцу, коллектив тоже, клиенты тоже. И можно, да, можно вызвать в себе чувство любви и благодарности. Просто нужно взвесить, ну, как плохое и хорошее на весах. То есть от этой работы же не только есть плохое, ну, вызывают у вас негативные эмоции, колючки там, да, но есть и много хорошего. Может быть, вы поблагодарите мысленно эту работу за это хорошее. Вот мне не нравится квартира, где я живу, да, я тщетно пытаюсь уже ее год сменить. И вот тоже недавно поймала себя на мысли, а что ты концентрируешься на негативе, на недостатках этой квартиры? Может быть, тебе как-то и достоинство найти в ней же есть достоинство, посмотри. Не такая уж она там какая-то плохая, да? И только концентрируешься на хорошем, даже сразу же появляются варианты сменить. Вот понимаете как? Ну, конечно, еще это по воде вилами они писаны, но сам факт, что нужно концентрироваться не на плохих вещах. Да, мы все иногда падаем в негатив, но если мы вспомним, что есть хорошего, там, допустим, переезжала, когда меня эта квартира приютила, куда бы я делась, не жила бы я на улице, да, вот все это. И также с работой. А когда я устраивалась, а ведь могла в дворники попасть, а попала сюда, там, да, вот так вот прям поблагодарите ее, и вы увидите, у вас даже нарисуются хорошие варианты и другие. Или на этой работе что-то произойдет, то, что вот, ну, устранит ваше недовольство, там, да, выгорание, усталость от этой работы, то есть сменится обстановка. Ну, вот такая интересная вторая позиция. Идем дальше. Идем дальше к позиции номер 3. Обсуждаем профессиональное выгорание. Тарам-там-там. Не могу взять ключ. Итак, значит, тут у нас цели, идеалы ваши в работе, да? Это справедливость, правосудие. Первое, что она дает, это честность в работе, соблюдение всех правил, законов, получить адекватную оплату труда за то, что ты делаешь. И карьерный рост, да? То есть дойти до какой-то вершины благодаря своему образованию, стажу, опыту работы, чтобы меня оценивали по достоинству, не кого-то по блату там взяли, да, вместо меня, а я иду вверх, и я дойду до верха. Вот понимаете, вот такое. Хорошо. Справедливость — это карта такая очень честная. Вы хотите в работе честности, чтобы с вами люди честно обращались и видели то, что вы делаете, да, то, что вы стараетесь, то, что вы соблюдаете, чтобы вас за это ценили как сотрудника или как работника, или как, ну, человека, который выполняет эту работу. Что вы стремитесь получить? Так, мы здесь, значит, видим карту «Отшельник». Вы же знаете, ну, отшельник это момент очень сильного духовного развития, но и опыт, очень большой опыт. Что вы стремитесь получить? Развитие, опыт, духовное развитие на этой работе, высокий уровень профессионализма. И в итоге, чтобы вы были наставником для других людей, которые приходят в эту работу, в этот бизнес, чтобы вы рассказывали им вот эти все нюансы, да. Но тогда вам нужно на вершину, а вы, может быть, еще не добрались до вершины, да, и вас это, может быть, как-то удручает. Может, время затянулось, может, еще что-то. Или бы вы уже на вершине, но что-то не удовлетворяет, да, то есть хотите уважения больше. Вот отшельник, он показывает, что вы бы хотели получить опыт, знания, мудрость, а потом раздать это, да, опыт, знания, мудрость другим. Для вас важно делиться, на самом деле, в будущем. Что вы хотите дать другим? Вот, видите, сразу же идем к следующей карте, такой рыцарь мечей. Видите, опыт, знания, мудрость, да, опять же, логику, здравый смысл,
чтобы у них была воля к победе, вера в будущее, вера в себя. Вот вы хотите наградить других людей самоуверенностью. Вы хотите дать им ума побольше, да, ума палату, чтобы они могли хорошо выполнять свои обязанности. Опять же, вы хотите справедливости. Все эти 3 карты показывают о справедливости. Вы хотите, чтобы на этой работе было первое, что было, это честность. Чтобы не было обмана, чтобы никто не разводил ни на какие деньги, чтобы все соблюдалось, и другие соблюдали, и вы соблюдали, понимаете? Вот чего вы в идеале-то хотите. Как работа влияет на вас в текущий момент? 8 мечей ужасно влияет, ужасно. Вы прям-таки комплексами покрылись, вы закрылись, вы попали в шипастый куст. Вот в терновый, да, можно сказать. Вы устали, вы вымотаны, вот как вымотала работа, она вас нервно истощила, физически истощила. Вы там реально выгорели, вот по черному уже выгорели. Вот были предыдущие 2 позиции, там все не так плохо, как у вас. У вас вы как до дна дошли. То есть полностью будни превратились в серость. Прям понимаете, такие вот безжизненные какие-то будни, вялая такая работа. Вам чего в ней не хочется делать, она вам опостылила, вы на нее рассердились, вот, и на себя в том числе. Себя тоже обвиняете и комплексы испытываете. Вам именно внутренне кажется, что все очень плохо. А может быть даже попрана справедливость. Ну то есть, мол, в этой работе мне справедливости не дождаться, не добиться. И справедливой оплаты тоже там, допустим, да. Как можно смягчить это влияние? 10 кубков. Сблизиться с коллективом, если он есть. Если нет, с клиентами, там, с начальством. Почувствовать себя, как будто бы вы вместе трудитесь в одной семье, вот в одном коллективе, в одной упряжке, я не знаю, вот как пчелы, они же вместе трудятся, у них один улей. И тут то же самое, мол, каждый является винтиком в большом механизме. Судя по такой изобильной карте, где вот так много фруктов, дерево усыпано фруктами, я могу сказать, что, может быть, на работе нужно чего-то добавить. Чаепитий, принесите торт, печенье, конфеты, может быть, что-то вот доброе такое добавить, цветы, букет цветов, да тот же вот огромную корзину с яблоками поставьте, да, чтобы было источник энергии изобилия, вот как символ. Можно поставить огромную золотую пирамиду. Знаете, сейчас делают пирамиды, даже многослойные, блестящие из этого. Как же называется такой материал полимерный? Ну все, я забыла, конечно, все. Форму заливают, оно застывает, да, и вот забыла слово. Эпоксидка, точно, эпоксидная смола. Вот пирамиду можно такую блестящую, золотую поставить, даже из эпоксидной смолы или из стекла. Как вот что-то вот такое вот символ. Символ изобилия надо на работе поставить, и это сразу же начнет убирать негативное влияние. Вот как многие в банках, там, в страховых компаниях задабривают клиентов, ставя огромную вазу с конфетами, мол, соси, не пересоси, как говорится. Много их. Леденцов. Вроде как вот леденец, мне не надо, вот я не особо люблю. Но ведь тянутся люди-то, тянутся к леденцу, так к этому, да, взять. Еще дети очень любят нагребать в таких местах конфет. И у них остается хорошее воспоминание. Мама, пошли снова в банк? Мама, пошли в страховую? Там конфеты у тети. Вот понимаете, вот одно только вот эта ваза с дешевой карамелью, а так располагает людей, да. Уровень вашего дискомфорта. Ну, туз мечей, острая ситуация сейчас, правда, острая. Но, кстати, вот туз мечей — карта прорыва. И скоро вы, скорее всего, уже у вас пройдет прорыв вот такой в работе.
может, какая-то идея вас осенит, или какие-то предложения, там, да, возможности, новости. Что-то вам поднимет все-таки дух, вот правда. Скоро что-то будет. Так, а источник дискомфорта смотрим, вот такое острое состояние, да. А тут паж жезлов. Может, кто-то молодой, может быть, мужчина какой-то, может быть, просто кто-то молодой, да, или с энергией огня. Может, вас кто-то вот как то ли изводит. Но опять же, тут свиток есть. Может, какие-то, правда, идут реорганизации, новости, какие-то изменения правового статуса, вот что-то еще такое может быть. Какой рецепт у вас от выгорания? Что поможет улучшить состояние? Император. Ну, если вы начнете повышаться, подниматься по карьере, конечно, это сразу улучшит ваше состояние. Стремитесь к подъему по карьерной лестнице, это важно. Мужчина какой-то может улучшить ваше состояние, если вы с ним подружитесь, пообщаетесь, у него высокое положение. Заводите просто больше, может быть, связей. Проявите ответственность в работе, прилежность. Задумайтесь над тем, что любая работа требует дисциплины и прилежности, и вы сами стремитесь к этому по справедливости. Начните сразу же с себя. То есть, если вы будете правильным человеком, другие потихоньку, годами, подтянутся. И вы увидите, что не только вы можете за кем-то потянуться и стать хуже, а еще и за вами кто-то может потянуться и стать лучше. Вот. Ну и вообще император может показывать, что какой-то мужчина в ближайшем будущем позовет вас на другую работу, вот как новая возможность, да, и вы согласитесь и вообще уйдете с этой работы и все. Ну, вот такая интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч.